Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствуем вас в студии Комреспубликанского института развития образования. Мы продолжаем серию вебинаров, которые посвящены установочным собраниям республиканских методических объединений. И сегодня мы приветствуем школьных библиотекарей, которые включаются в формирование единого профессионального пространства. Мы понимаем, что каждый из вас в муниципальном образовании отвечает за методическую поддержку школьных библиотек, которые сегодня формируются как информационно-методические центры. И я надеюсь, что вы уже познакомились с положением о республиканском методическом объединении, и каждый из вас понимает, что в рамках наших с вами совещаний мы будем решать не столько проблемы и ставить задачи перед Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, сколько вырабатывать те технологии, определять лучшие практики, которые необходимо будет транслировать на уровне Республики Коми, на уровне Российской Федерации. И позвольте мне представить наших председателей: Гребченкову Елену Витальевну, Прокуратову Екатерину Владимировну, которые вместе с вами будут формировать единое профессиональное пространство школьных библиотек, которые вместе с вами будут включаться в сопровождение вас как профессионального сообщества. И мы очень надеемся, что сегодня вы утвердите план вашей работы. Сегодня мы с вами познакомимся как с представителями муниципальных образовательных организаций. И очень надеемся, что вы будете включаться во все мероприятия, которые будут проводиться нашим республиканским объединением. Уважаемые коллеги, вам слово. Ну, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас сегодня первое заседание Республиканского методического объединения школьных библиотекарей. Оно, конечно, посвящено организационным вопросам работы РМО, но на ближайший учебный год и на все последующее время работы. Я, наверное, представлю слово председателю нашего Республиканского методического объединения. Все-таки, наверное, да, мы таким образом распределяем обязанности. Екатерина Владимировна как председатель РМО, да, я как заместитель председателя РМО. Да, у нас еще, да, я надеюсь, никто не возражает. Еще, кстати, очень большая просьба, коллеги, кто вышел сейчас на связь, вы, пожалуйста, в чате напишите, из каких районов кто присутствует, потому что нам будет видно, что есть 13 подключений, да, а кто конкретно нет. Поэтому внизу у вас есть чат, вы можете отметить и свое присутствие. Да, уважаемые коллеги, мы знаем, что вы все зарегистрировались, и нам очень важно, чтобы вы сейчас в чате обозначили фамилию, имя, отчество, муниципальное образование и, возможно, образовательную организацию. Спасибо. Мы, наверное, тогда дадим некоторое время для того, чтобы вы себя обозначили, да, внесли свои данные. Екатерина Владимировна продолжит, наверное, да? Я несколько слов скажу, чтобы было понятно, кто я такая. Я представитель Сыктывкарского государственного университета, прежде всего преподаватель, и я руковожу основной образовательной программой, одной из основных образовательных программ, которая называется «Библиотечная информационная деятельность». И мы, конечно же, очень рады, что вот появилась такая возможность создать республиканское методическое объединение, которое будет работать со школьными библиотекарями, потому что так уж случилось, что мы по большей части как-то контактируем с массовыми библиотеками, и у нас уже на протяжении многих лет налажены такие тесные связи. Школьные библиотеки как-то остаются у нас, оставались во всяком случае, наверное, институт развития образования в большей степени, а университет как-то он несколько в стороне остался, поэтому мне, как вот руководителю этой программы, тоже очень важно посмотреть, как живут, как работают библиотеки. Вот хочу сказать, и
может быть, сразу пригласить к участию. Вот мы каждый год в феврале месяце на базе Сыктывкарского университета проводим ежегодные чтения. И в рамках этих февральских чтений у нас работает библиотечная секция, библиотечная информационная культура, по-разному мы называем эту секцию. И уже в последние годы мы активнее и активнее стали привлекать к нашим заседаниям и школьные библиотеки, школьные библиотекари. Так уже сложилось, что у нас сейчас 4 курса обучаются заочников, и среди наших студентов есть и школьные библиотекари. И я думаю, что вот это сотрудничество между университетом, Коми-республиканским центром развития образования, Институтом развития образования и школьными библиотеками, ну вот состоится эти заседания, они помогут нам объединиться и вот такими объединенными усилиями прийти к чему-то новому, действительно увидеть, что школьные библиотеки вырастают до информационных центров, до методических центров, и, наверное, школьный библиотекарь через какое-то время, мы это уже почувствуем, будет тем центральным звеном в педагогическом коллективе, которым он должен быть. К этому будем стремиться. Ну, тогда на повестке дня у нас сегодня несколько вопросов, да, которые мы должны решить. Не вижу пока в чате, а вот нет, начинает появляться. Спасибо большое, коллеги, да, кто отозвался. Нам необходимо утвердить положение РМО. Я немножко, наверное, по нему сейчас пройдусь, потому что если не все смогли познакомиться, нам необходимо утвердить Совет Республиканского метода объединения, план работы на ближайший учебный год. Ну и если возникнут еще какие-то вопросы в чате, в общем-то, мы их, естественно, тоже обсудим. Так, я, наверное, все-таки еще раз покажу, где можно познакомиться с материалами, которые у нас в целом по республиканскому методу объединению располагаются и где мы можем работать. Я вам напоминаю, да, что у нас есть замечательный портал «Открытое образование Республики Коми», в рамках которого существует вкладка, да, «Республиканское методическое объединение педагогов». И вот здесь у нас представлена вкладка для школьных библиотекарей. Так, ну, я думаю, что фотография Екатерины Владимировны в ближайшее время у нас здесь тоже появится. Мы создавали в свое время эту площадку, да, просто как площадку для общения со школьными библиотеками. Теперь она плавно у нас становится площадкой для работы Республиканского методического объединения. Да. Положение и все документы, которые у нас, план работы мы расположим во вкладке «Документы». Ну, вот на всякий случай в ближайшее время я его расположила еще в предметной дискуссионной площадке. Да, здесь есть положение, здесь есть план заседаний РМО на этот учебный год. В ближайший, давайте вот хотя бы там день-два, еще мы дадим вам время, чтобы можно было посмотреть, может быть, внести какие-то свои предложения. Да, пока у нас нет приказа министерства, да, мы еще эти материалы можем обрабатывать и сюда вносить. Ну и, естественно, совет. Состав совета методического объединения мы тоже потом под документом расположим. Это вот материалы, где можно работать. Ну, естественно, возвращаясь, те материалы, которые у нас уже здесь были, вы тоже можете с ними в ближайшее время познакомиться, потому что здесь у нас, я знаю, что сейчас у нас в муниципалитетах проходят месячники школьных библиотек, и материалы некоторые мы уже сюда пытались размещать. Так что очень надеюсь, что будем более активно пользоваться порталом. Он нам необходим для нашей совместной работы на будущее и в этом году, естественно, тоже. Да. Ну и возвращаясь к положению, да, о методическом положению РНО. Секунду, буквально. С документами, я надеюсь, вы познакомитесь в полном потом составе, да, но вот некоторые такие вопросы, да, которые сейчас необходимо сразу определить. Да. Ну, понятно, что положение определяет порядок формирования содержания деятельности методического объединения, создается с целью активизации деятельности школьных библиотекарей, об этом уже Галина Владимировна сказала. Да, создается оно приказом Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми и является структурным подразделением Республиканского учебно-методического объединения в системе образования Республики Коми. В республиканском
УМО на данный момент представлены все предметные линии, и вот одно из направлений – это школьные библиотеки. Да, мы решили, что мы тоже имеем право, имеем место находиться в республиканском УМО, да, и иметь свою площадку для работы. Ну, техническое оснащение, сопровождение будет осуществлять Институт развития образования. В отличие от ассоциации школьных библиотекарей, да, которая у нас, в общем-то, уже действует в Республике Коми, РМО является государственно-общественным объединением. Поэтому, естественно, здесь гораздо больше возможностей контактов с Министерством образования, и вопросы, которые мы можем решать на Республиканском методическом объединении, будут выноситься и утверждаться, выноситься на республиканское УМО и выноситься, соответственно, на государственные структуры управленческие. Да. В состав РМО входят руководители всех муниципальных методических объединений школьных библиотекарей. Это прописано в положении, да, и я думаю, что всех руководителей муниципальных методов объединений мы будем включать в совет РМО, школьных библиотекарей. Кроме этого, в состав РМО могут входить на добровольных началах все желающие, все работники сферы образования и сферы культуры даже Республики Коми, которые, в общем-то, заинтересованы в развитии школьных библиотек. Получается, как у нас две такие составляющие. Одна обязательная – это руководители метод объединения, и вторая составляющая добровольная, да, все, кто желает участвовать в этой работе. Так получилось на данный момент, да, когда я просматривала материалы, которые присылали с муниципалитетов. У нас не во всех даже на данный момент муниципалитетах существует методические объединения школьных библиотекарей. Да? То есть у нас, в общем-то, даже здесь вот есть площадка, на которой нужно работать, и проблемы, да, которые необходимо будет решать. Да. Ну, очень быстро, да, по задачам, которые стоят, это определение направления развития школьных библиотек, это нормативно-правовое и кадровое обеспечение, это организационно-методическое, аналитическое обеспечение школьных библиотек. То есть эти вопросы мы можем решать на базе РМО. Так, организация общественного обсуждения различных вопросов, да, не только с информационно-библиотечной среды, любых вопросов, которые касаются работы школьных библиотек. Это участие школьной библиотеки в повышении квалификации, в вопросах и подготовки, и переаттестации, вовлечение в научную публикационную деятельность, да, через развитие педагогических и проведение различных исследований, это проведение экспертизы, да, по тем направлениям, которые мы можем, в общем-то, вести как специалисты, да, и как педагоги. Так. Ну, оказание помощи муниципальным методическим объединениям по работе со школьными библиотеками, организация участия в различных профессиональных конкурсах. Это то, что касается, ну, и задач, естественно, плана выполняют направления. Я не буду сейчас все подробно озвучивать, да, кроме организационной методической работы и содействия профессиональному развитию школьных библиотекарей. Более подробно вы все-таки посмотрите, познакомьтесь с документом на портале «Открытое образование», он выложен в полном объеме. Ну, вот те вопросы, о которых я уже говорила, да, что республиканское учебно-методическое объединение, мы можем выносить вопросы на республиканское учебно-методическое объединение, ну, которое, в общем-то, работает и действует в республике уже не первый год. Принимать участие в подготовке различных нормативно-правовых актов, если они нам нужны будут, да, на уровне региона, и оказывать различные информационно-консультационные услуги в рамках вот своей работы основной. Да. Ну, основная форма работы наша будет, конечно, на заседании РМО, да, их как минимум должно быть 4 в течение учебного года. Мы их примерно распланировали. Думаю, что в ближайшее, все остальные РМО будем проводить в таком мощном дистанционном режиме, учитывая, да, дальность нашу, мы понимаем, что кому-то из участников удобнее будет присутствовать в дистанционном формате, но все-таки надеемся, что в ближайшие районы будут в следующих наших заседаниях участвовать в очном формате, да, для того, чтобы более живое такое общение можно было обеспечить. Кроме того, можно представителей РМО приглашать на муниципальные методические объединения. Так, мы можем приглашать на наше заседание представителей с других любых общественных организаций, профессиональных, если это необходимо нам, да, для разъяснения каких-то, получения ответов на какие-то вопросы. Имеем право
по нашему решению проводить семинары, конференции различного уровня, да, и участвовать, естественно, в них, да, когда они необходимы. То есть это то, что вот мы можем инициировать, в принципе, даже в течение учебного года, и то, что у нас не прописано, иногда может быть в планах, вне плана, да, дополнительные какие-то, если они возникают вопросы, значит, мы можем их инициировать. Так, ну и состав, общие требования таких управлений, да, в состав у нас входит председатель, заместитель председателя. Нам необходимо сейчас определиться с секретарем, да, ну и в обязательном порядке руководителей муниципальных методических объявлений. Да, состав будет утверждаться приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Осуществлять руководство РМО будет председатель, который избирается, утвержден приказом Министерства уже на данный момент, да, с полномочиями на 2 года. Так, это то, что касается положения. Надеюсь, коллеги, вы с ним познакомитесь. И нам сейчас на данный момент необходимо это положение утвердить. Я понимаю, что в него еще могут быть вноситься, да, какие-то правки и изменения, да, поэтому, ну, 1-2 дня для работы у нас есть для этого на площадке. Вы можете сейчас свои предложения, не знаю, есть, нет, в чате пока, только кто зарегистрировался, да. То есть я все-таки выношу, да, на решение сейчас нашего совещания, достаточно много человек все-таки присутствует, поэтому если вы не против, да, мы утверждаем положение пока в таком виде, в котором оно у нас есть, оно в принципе типовое достаточно для всех методических объединений, которые бы созданы по предметам, ну, включая какие-то наши специфические особенности. Поэтому, если коллеги не против, вы там хотя бы знак плюсик поставьте, пожалуйста, в чате, да, мы вас уже видим, и мы будем считать тогда, да, что у нас онлайн. Да, будем считать, что положение у нас мы можем утверждать, да, и выносить на утверждение Министерства образования. Это один вопрос, да, который мы должны были решить. Второй у нас, подождем пока, мы будем считать, что мы утвердили положение, если нет возражений, да, если не против. Это все-таки рабочий документ, в него изменения все равно можно будет вносить, если это будет необходимо. А на данный момент будем утверждать, наверное, в таком виде, в каком он у нас есть. Да. И я думаю, что состав РМО мы тоже можем утвердить в количестве председателя, заместителя председателя и всех руководителей муниципальных методических объединений. Если у нас какие-то регионы получилось, какие-то районы у нас на данный момент не представили информацию о руководителях объединений, я так думаю, что в ближайшие день-два я буквально точечно обзвоню все районы, и чтобы у нас не выпадали эти районы из общей работы, да, не оказались в стороне от тех процессов, которые у нас происходят, мы будем их тоже, наверное, включать. Если вы не против, да, то мы это сделаем уже в таком формате очно-заочном, да, и состав совет вывесим в документах, которые представлены здесь на открытом портале. Ну, полностью весь совет. Наверное, зачитывать на данный момент я его не буду, но еще раз всем разошлю это зачитаем, кто у нас на данный момент. Потому что все-таки я проточкую еще раз, да, я думаю, что надо состав, да. И там уже мы будем видеть, да. Ну и я думаю, что мы автоматически, фактически включаем в республиканское метод объединения представителей Коми республиканской, все, договорилась, представителей Коми республиканской организации русских школьных библиотечных ассоциаций, да, чтобы у нас не было потом расхождения, дублирования работы. Понятно, что РШБА решает, в общем-то, практически те же самые задачи, да, у нас просто получилась такая ситуация. Прикольно, что у нас есть отдельно РМО, есть отдельная РШБА. Я думаю, что мы можем эту работу проводить совместно, потому что люди практически одни и те же, и, в общем-то, я думаю, что это будет гораздо удобнее. РШБА нам необходимо как орган координирующий, который совместно работает с федеральными все-таки структурами, да, с федеральной, с основной организации, ассоциации школьных библиотекарей, ну, а РМО все-таки государственное общественное управление, с этой точки зрения нам, конечно, тоже необходимо, оно на уровне республики обязательно. Да. И в качестве секретаря, да, вот все-таки нам еще необходим по положению секретарь республиканского метода объединения, тоже исходя из того, что все-таки человек должен присутствовать на заседаниях обычно в очном формате. Я предлагаю как кандидатуру Динги Светланы Михайловны, методиста управления образования Сыктывдинского района. Ну, предварительно мы с ней обговаривали этот вопрос, поэтому если нет других предложений, и не будет других предложений, то мы Светлану Михайловну утверждаем как секретаря РМО.
Если какие-то комментарии у вас будут, коллеги, вы, пожалуйста, в чате их пишите. Пока вроде бы нет. Возражений пока нет. Будем считать, что мы в таком варианте пока принимаем работу. Так, ну и еще один вопрос, который мы должны были решить, это рассмотреть план работы РМО на этот год. Мы приблизительно предлагаем еще вариант вот такой заседаний. Сейчас, секундочку буквально. Он тоже представлен на портале. Еще раз можно его посмотреть. Может быть, какие-то внести ваши предложения, которые необходимы. Так, чуть-чуть сократим. Мы должны обязательно провести 4 заседания. Ну, первое, которое сейчас у нас проходит 17 октября, оно у нас уже, в общем-то, в плане с теми вопросами, которые мы обсуждаем, занесено. Так, и у нас еще 3 заседания, которые мы должны провести. Предварительно мы поставили, вот если нет возражений, опять же, да, второе заседание на декабрь месяц. Даты будут уточняться, потому что это связано с техническими возможностями института, да, потому что заседаний этих будет много у всех РМО, примерно в одно и то же время. Поэтому, в общем-то, коллегам нашей технической службе нужно будет здесь определиться потом с датами, когда нужно будет подключиться, чтобы все РМО смогли поработать. Ну, предварительно мы его поставили в декабре, и тему заседания определили как конкурсное пространство для школьных библиотекарей. Во-первых, очень бы хотелось, да, обобщение опыта, который сейчас у нас пройдет после месячника школьных библиотек, поэтому мы сюда вопрос этот включили, да, представление лучших практик. Хотелось бы услышать опыт коллег, потому что все-таки мы очень далеко не со всеми знакомы на данный момент, да, и нам надо как-то вот вопросы как-то объединяться, увидеть коллег, которые наиболее активно работают, да, в различных районах. Поэтому опыт участия в различных конкурсах, да, на различных уровнях школьных библиотекарей мы тоже очень хотели увидеть. И, в общем-то, в таком формате посмотреть, поработать с коллегами, которые уже активно готовы сейчас подключаться к работе. Думаю, что по опыту работы в конкурсных мероприятиях мы уже можем говорить о создании какого-то банка методических материалов для нашего сообщества, да, школьной библиотекарей республики, тоже как один из вопросов. Мы его сюда включили. В общем-то, вопросы, я думаю, если есть еще какие-то комментарии, да, предложения, можете посмотреть. Ну и еще вот акция, о которой я очень давно тоже все время пытаюсь говорить, но пока у нас она в республике, насколько мы знаем, да, знакомые не очень пока применяют, внедряется. Это акция, которую Ассоциация школьных библиотекарей проводит уже, русского мира, да, проводит уже достаточно давно, «Читающая мама, читающая нация». Я думаю, вы все, наверное, о ней слышали. Очень многие регионы в России у нас сейчас активно к ней подключаются, да, но у нас вот она пока активно, почему-то работа в этом направлении у нас не идет. Я думаю, что мы об этом поговорим, и, может быть, все-таки предложим какой-то проект реализации этой акции, да, у нас на уровне республики. Потом подключается к этой акции сейчас как координатор второй, наверное, да, этого направления ассоциации «Русский учебник», «Российский учебник». Они тоже в прошлом году конкурс совместно вместе с РШБА проводили в этом направлении. Я думаю, что наша республика все-таки должна обязательно там быть тоже представлена, наконец-то, чтобы она тоже видели. В содружестве, может быть, с массовыми библиотеками, потому что детская библиотека тоже ведь активно работает, да, не будем только замыкаться на школьных библиотеках, тем более опыт есть. Да, конечно. Поэтому, наверное, эту акцию, вот, может быть, вот на следующем РМО мы как-то активно поговорим как раз о том, да, в этом направлении. Если нет возражений, опять же, вот, коллеги, все-таки жду от вас комментариев каких-то. Да. Еще одно заседание мы на данный момент, ну, примерно планируем в феврале месяце, да, даты, естественно, чуть позже определятся, хотя даты определятся, ну, я думаю, где-то в ближайшее время уже. Они должны быть закреплены приказом Министерства образования. Я думаю, что такой вопрос для вас, для многих тоже очень важный, да, это формирование фондов учебной литературы. Я думаю, к тому моменту появятся вопросы какие-то. Есть представители издательств, которые желают к нам приехать, тоже поучаствовать,
представить какие-то свои материалы. Поэтому пока вот мы поставили этот вопрос. И ну, как-то близко, да, к формированию фондов, автоматизацию деятельности школьных библиотек, которую мы поднимаем эту проблему уже не первый раз, да, но вот, может быть, через республиканское методообъединение нам как раз к решению какой-то проблемы удастся выйти на уровень министерства для решения этой проблемы. Может быть, так. Пока вот здесь пока эти два вопроса. Ну и на апрель месяц последнее заседание поставили, апрель, не знаю, может быть, март. Все-таки, учитывая ваше тоже не знаю, близко очень. Да, апрель все-таки, апрель месяц, да, последнее итоговое заседание с анализом деятельности метод объединения. Может быть, еще к тому времени у нас какие-то вопросы появятся. Понятно, что документ этот рабочий, вносить мы в него изменения можем в течение учебного года, даже если возникают какие-то важные для нас вопросы. Да, но вот пока предлагаем утвердить план работы вот в таком виде. Если нет каких-то комментариев, или если есть ваши предложения, то мы их, конечно, рассмотрим в ближайший день-два, да, чтобы эти изменения сюда внести. Может быть, конкретизации требуют какие-то вопросы. Какие-то предложения, может быть, интересные, конечно, с удовольствием. Может быть, да, которые необходимы, потому что, на самом деле, действительно, вы как специалисты, которые напрямую работают со школьными библиотеками или сами являются школьными библиотекарями, вы, наверное, лучше знаете, какие вопросы вам необходимо все-таки вынести в первую очередь на обсуждение, да, и с какими вопросами мы должны выйти на уровень, может быть, министерства, каких-то других ведомств. Поэтому ваше предложение, конечно, для нас тоже очень важно. Мы их будем ждать. Так. Ну, вот в чате, пожалуйста, да, тоже. У нас, правда, теперь плюс, и я пытаюсь понять, какие относятся к какому из вопросов, но возражений, по крайней мере, нет возражений. Возражений пока вроде бы как не видно. Да. Вопросы, может быть, какие-то, коллеги, вы пишите сразу, да, чтобы можно было обсудить, конечно. В следующий раз будем проводить очень дистанционно, потому что хотя бы присутствовала большая часть у нас специалистов. Так. И, ну, если пока вопросов нет, я так ознакомительно, то, что я там выносила, вопросы разные. Да, еще хотела бы познакомить с одним новым порталом, да, который у нас появился, который мы уже давно говорим о том, да, что у нас библиотека имени Ушинского теперь является информационно-методическим центром, который сопровождает деятельность школьных библиотек. И наверное, лучше отдельным как сайтом открыть, да, библиотека сформировала вот такой новый портал, Федеральный информационно-методический центр, можно прям в поисковой строке его так и забивать, ФИНЦ, он выходит сразу. Да, это тот портал, который у нас сейчас будет на уровне федерации, и в котором будут представляться все новые материалы, все новые мероприятия, которые происходят, да, для школьных библиотекарей, по работе со школьными библиотекарями. Портал начинает уже работать так достаточно в активном таком режиме. Я все-таки вам предлагаю всем по возможности с ним познакомиться. Есть у нас пока вопрос, да, потому что у региона есть возможность даже администрировать какую-то часть информации, да, на данном портале, да, потому что каждый регион здесь, например, представлен своей вкладкой. Пока у нас есть вопрос, кто будет заниматься, потому что Федеральный информационно-методический центр говорит о том, что это должен быть администратором, здесь может быть человек, который отвечает за развитие школьных библиотек в регионе, соответственно, представители Министерства образования должны быть. Ну, в общем, в ближайшее время этот вопрос мы решим, да, и, соответственно, у нас появится свой администратор на этом портале, да, мы сможем здесь размещать нашу информацию, да, и выходить на федеральный уровень с нашими материалами. И любой желающий, да, любой участник пространства нашего образовательного, заинтересованный, да, в развитии школьной библиотеки республиками, тоже может зарегистрироваться на этом портале и принять участие в каких-то вопросах. Для того, чтобы познакомиться с порталом, может быть, поближе, да, в вкладке «Вебинары». Есть вебинар, который летом проводил, к сожалению, ФИНЦ, да, и поэтому, наверное, очень многие выпали из процесса, потому что в это время, ну, в отпускной период, понятно, да, поэтому здесь есть презентация самого портала, в записи, да, предоставили ее на данный момент, поэтому, кому интересно, вы познакомьтесь, посмотрите, насколько это необходимо. Ну и, кроме того, вот здесь на данный момент вы можете даже найти все основные у нас
документы, которые связаны с работой, нормативно-правовые, да, которые регулируют деятельность школьных библиотек. То есть все эти вкладочки есть. Познакомьтесь, посмотрите. Я думаю, что мы сотрудничать с информационно-методическим центром федеральным будем достаточно активно в ближайшее время, да, налаживаем эти отношения. И есть возможность на портале задать вопросы, есть уже ответы на те вопросы, которые, в общем-то, очень часто возникают у школьных библиотекарей, поэтому можете обращаться сюда, да, с содержанием каким-то нормативно-правовым по различным вопросам. Поэтому портал я вам все-таки так, хотя бы ознакомительно пока на данный момент не хочу представить. Ну, потом, я думаю, мы к нему еще будем возвращаться не один раз, он нам необходим для работы. Так, ну вот основные вопросы, которые хотелось, наверное, сегодня осветить. Екатерина Владимировна, есть что-то добавить? Наверное, пока нет. Ваши вопросы, Каких-то может вот, быть, коллеги, да. да, никаких замечаний, вопросов, предложений не поступило от коллег. Наверное, все согласны с тем, что мы говорили. Еще раз вот напоминаю, да, что у нас есть предметная дискуссионная площадка. Да, то есть вы можете вот сюда пока свои комментарии, это чат, мы его будем открывать, наверное, с вопросами вообще перед каждым РМО, да, для того, чтобы проблемное поле определить, да, вопросов, которые нам нужно вынести на РМО, наверное, перед каждым РМО будем здесь открывать новую вкладку для обсуждения, да, чтобы уже потом предметно работать на следующих заседаниях. И, кроме того, уже достаточно давно я здесь сделала вкладку «Вопрос-ответ», но пока вопросов я там не вижу. Если проблемы какие-то технические возникают, вы звоните, пожалуйста, потому что бывает иногда люди заходят, и говорят, не смогли зайти в чат или не смогли что-то написать. Понятно, что да, бывают технические вопросы, тоже, извините, не программисты, да, иногда может быть что-то, мы когда размещаем материалы, не всегда корректно выходят. Поэтому вы сразу пишите, звоните, контакты наши есть. Значит, мы будем эти вопросы оперативно решать, да, чтобы больше таких вот задержек каких-то не было. Чтобы можно было активно здесь работать и сотрудничать. Ну и, естественно, в общем-то, наши контакты здесь есть. Здесь контактная информация вся есть, даже телефон сотовый я уже сюда свой вставила, потому что иногда мне легче на рабочем месте найти по телефону. Поэтому если какие-то возникают вопросы, пожалуйста, обращайтесь в любое время с вашими предложениями, вопросами. Первое организационное собрание, вопросы основные рассмотрены. Будем надеяться, что наши все заседания будут полезны, да, всем, кто входит в состав Республиканского методического объединения. И мы, конечно, ждем вот этой обратной связи, которая очень важна. Да, и те проблемы, которые действительно актуальны для школьных библиотек, давайте будем выносить и у нас есть теперь замечательная площадка, да, с которой мы можем выходить на различные уровни, да, и выносить свои проблемы на обсуждение. Даже решение, не просто проблемы, а просто решения, которые мы принимаем. Поэтому... Да, это очень важно, потому что мы видим, как динамично, как активно развиваются в других регионах школы многие. И, конечно, республика должна достойно выглядеть. И действительно, педагог, библиотекарь, заведующий школьной библиотекой – это та главная составляющая, тот главный двигатель, который должен быть в школе. И наша задача всем как-то вот, ну, поднять наш общий уровень, поднять материально-техническую базу библиотек. И, наверное, только в каком-то содружестве разных ведомств, разных структур мы сможем это делать. Когда одна школа будет биться и искать какие-то выходы, это сделать всегда очень сложно. А в содружестве оно всегда нам помогает прийти к каким-то вот нужным и правильным решениям. Ну, все, уважаемые коллеги, если нет, не пролистнуть туда что-то вниз, может быть, там появились какие-то. Смотрим только, по-моему, сверху. Да. Это первый. Вопросов нет, да, плюсики есть. 16 человек у нас были с нами, нас слышали. Мы очень рады. Да, мы очень рады, что надеемся на дальнейшее наше сотрудничество. Наверное, да, будем заканчивать. До свидания. До свидания.
Да, сейчас, наверное, отключили, сейчас службы должны были. Расскажите, пожалуйста, как у вас сейчас в рамках проекта, который Министерство образования запустило, обучение заочников? В рамках университетских обучающих программ. Вот у Потому что у нас вас в этом году уже заочное обучение, другому придется бесплатно. Не читали, не вы почему не приходили? Мы уже кого только не набираем. У нас вот были такие сейчас хорошие наборы бюджетные. яркий представитель, который зачитал, А учился. почему не пришел? А вот она не успела, потому что форма Не знаю. Ну, к сожалению, на следующий год у нас будет год без набора. будет платно. Да. А сейчас вот она не может этого подключить, слишком много времени прошло, она закончила наш колледж культуры, и вот сейчас начала работать вторым библиотекарем. Специалисты у нее получится очень хорошо учиться. Вот у нас вот есть такая ситуация, когда студенты поступают, потом не учатся, и бюджеты не